что есть здесь проблема определенная со стороны понимания, да, со стороны тоже абхазов. Эти фобии мне, повторюсь, ясны, да, но мне кажется, что иной раз они для нас, для русских, звучат странновато, потому что нельзя уважать суверенитет Абхазии больше, чем вы его уважаете сами. Конечно. Да. То есть ты требуешь от России, да, чтобы Россия там уважала твой суверенитет, твой менталитет, да, там, твою культуру. Особенно, например, меня в этот момент культуры, потому что я человек, который с литературой связан, с творчеством. Я прежде всего творческий человек, поэтому для меня на самом деле политика это, пласт, который далеко не первостепенный в жизни, да, я человек но творческий. неизбежное зло. Это неизбежно, то, с чем мы сталкиваемся. Да. Важно для меня, как для творческого человека, быть на стороне справедливости, да, и то, что я вижу, те тенденции, которые наметились, и та перезагрузка, которая наметилась, да, по крайней мере, вот то, что сейчас происходит с Домом музыки, да, когда у оркестра, государственного оркестра народных инструментов имени Атара Хунцария теперь появится свое помещение, где они элементарно могут репетировать. Вот для меня это знак и жест того, конечно, что Россия не просто уважает культуру абхазскую, а может быть, я сейчас скажу грубую вещь, но мне кажется, она справедливая. Может быть, Россия сейчас, и то, что именно силами, да, и именно в том месте, вы знаете, Сергей Владимирович рассказал, почему именно этот дом выбран, да, то в некотором смысле в этой ситуации человек, который делает этот проект, для меня где-то больше уважает абхазскую культуру, чем сами абхазы. Я, может быть, грубо сейчас сказал, я сформулирую это так, действительно, да, потому что, это преступление, то, что у государственного оркестра народных инструментов, фактически у уникального коллектива, и абхазы говорят, там, чиновники и так далее, как мы уважаем свои традиции, как мы уважаем свою культуру, а что делает государство для собственной культуры? Для меня такой вопрос для меня он очень острый. Обширный, что-то делает, безусловно, учитывая имеющиеся возможности. Слушай, я где-то не верю приоритизация, в то, что... может быть, страдает, Я конечно. не верю в то, что на 20 человек, которые занимаются и по сути дела, хранят абхазское искусство на голом энтузиазме, что на этих 20 человек из всех денег, там, выделяемых России за все эти годы, не нашлось, чтобы этим людям сделать нормальное помещение, заплатить, делать им хотя бы там, нормально. Они лицо Абхазии, в конце концов. Они делают искусство мирового уровня. Да, они делают современный продукт, основываясь на наших традициях. Да. Что мне бы хотелось, чтобы сегодня говорили про, ты говоришь, с кем прежде всего в России ассоциируется Абхазия. Я хотел бы, чтобы она ассоциировалась в первую очередь не с человеком, который на войне, а с культурой. Да, чтобы этот оркестр имел большие гастроли и так далее. Но и, честно говоря, тоже тут вопрос не только про государство. Я сейчас немного вас тоже поинтервьюирую. Давно жду. Сколько ты абхазских инструментов назовешь на абхазском языке? Назови, какие ты знаешь? Чарпан, абхерца, барабаны наши, все. Барабаны это не на абхазском языке. Хорошо, на абхазском языке. Да? Сколько назвали вы? 3. На абхазском языке? На абхазском языке. Вот есть абхазские народные инструменты. Мы все за свой... Как ты говоришь? Давай, загибаем пальцы. Абхерца, чарпан, ачангур, абхерца, вот это вот. Да, абхерца. Я вообще не силен в абхазских инструментах. Еще есть ахыма. Это абхазские гусли. Еще есть акапкап, это трещотки, абхазские национальные. Я их знаю, может, я название на абхазском не знаю. Но сейчас ты подготовленный пришел на эту тему. Потому что здесь общался с этим Скажи, к чему, это? Это есть абык, такой абхазский инструмент. Давайте сначала с себя будем спрашивать.